Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Знатульна. Вот о чем сегодня расскажем. Снова горе. Не будет никакого меда. Они погибают же. В Арском районе мор пчел. В чем причина? Разбирался Рамиль Шайдуллин. Новые формы торговли. За прошлый год категория продуктов питания показала самый высокий рост по каналам электронной торговли. Как татарстанские фермеры будут покорять рынок маркетплейсов, расскажет Рамиль Галиулян. Они чтят свою историю, традицию, живут в настоящем балагане. При входе, наверное, вы заметили, там есть у нас длинный хвост, он трехцветный. И он стоит специально для того, чтобы он защищал дом. Какие еще секреты раскрыла якутская земля, узнала Алия Хайрудинова. Психологический тренинг в формате театрального спектакля. Слушай меня, человек! Студия творческого развития оперения представит иммерсивный спектакль «Шепот сердца». О чем он и для кого, расскажет Вероника Гайнудинова. Первая потеря татарстанских пчеловодов этим летом. Массовый мор пчел зафиксирован в селе Шика Арского района. Сразу несколько десятков тысяч насекомых погибли у сельчанина. Причина, считает пчеловод, в препаратах, которыми обработали поля. Рядом начинает цвести рапс, куда пчелы летают за нектаром. Как раз вчера утром его опрыскали гербицидами и инсектицидами. Причем аграрии предупредили пчеловодов заранее и несколько раз. Однако последние считают, это не решило бы проблему. Насекомых нельзя запирать даже на время обработки. О споре после массовой гибели Рамиль Шайдуллин. Вот посмотрите, мертвые пчелы, вот везде они. Это утро пчеловод Нурулла Закиров вспоминает с ужасом. У одного из ульев обнаружил сотни мертвых пчел. Осмотрев другие улья, убедился. И там такая же картина. Не будет никакого меда. Они погибают же. Сами видите. Чтобы понимать масштабы трагедии, достаточно просто подсчитать. Пострадали все 32 пчелосемьи. В каждой от 50 до 100 тысяч пчел. По подсчетам пчеловодов, вчера погибла большая их часть. Сегодня еще одна. И это перед самым медоносным периодом. Причем уже не в первый раз, рассказывает пчеловод. В прошлом году он уже терял почти всех своих пчел. По его словам, вместе с нектаром они принесли в ульи химикаты с полей. Тогда во время цветения здесь обрабатывали поля люцерны. Как оказалось, в этот раз опрыскивали уже рапс. В хозяйстве подтвердили проведение таких работ и отметили, фермеры были оповещены. Мы обрабатывали гербицидами и средствами от насекомых. Пчеловодов дважды в неделю оповещали в газете и в специальной группе в мессенджере. Пчеловод подтверждает, хозяйство оповестило, что обрабатывать поля будут с 6 вечера и до 6 утра. Только пчелы летают уже с 4. Этих 2 часов хватает, чтобы погибнуть. Рапс не на фазе цветения. Как там туда пчелы попали, пока этот вопрос остается скрытым. Как считают в семье пчеловода, насекомые все же могли летать туда в поисках нектара. С утра может быть такое, что они прилетели и как бы начали опылять поля удобрением и пестицидами. Вот они попали под них. Сегодня по этому факту в районе специально создали комиссию. Специалисты отобрали пробы с рапсового поля. Сейчас мы взяли листья и пробы грунта. До этого собрали мертвых насекомых из пасеки пострадавшего пчеловода. Подготавливаем их для отправки в лабораторию. Полученные пробы семья пострадавшего пасечника намерена отправить в московскую лабораторию. Если анализы подтвердят наличие смертоносных для пчел веществ, Закировы готовы идти в суд. Но получить материальную компенсацию, отмечает в Минсельхозе республики, возможно будет только если пчелы не были больны. По федеральному закону это подтверждает ветеринарный паспорт пасеки, в котором указано точное количество пчелосемей и их состояние. У пострадавшего пчеловода такого документа нет. Рамиль Шайдуллин, Владимир Ларионов, ТНВ, Арский район. Новые формы торговли осваивают татарстанские фермеры. Сегодня впервые в республике прошло обучение сельхозпроизводителей выходу на маркетплейсы. Семинар в Арске провели специалисты Центра электронной торговли. Он был создан в прошлом году по поручению Рустама Миниханова. Задача центра – облегчить предпринимателям выход на интернет-площадки. С каждым годом такую форму торговли предпочитают все больше бизнесменов. Сегодня в Татарстане больше 27 тысяч интернет-продавцов. Как маркетплейсы совершенствуют агробизнес, расскажет Рамиль Галиуллин. Производим овощи
открытого грунта. Этим Нафиль Гатаулин занимается больше 10 лет. Все, что удается вырастить, продает в местные рестораны и на казанских ярмарках. Но разве это масштаб, подумал предприниматель и решил освоить новый цифровой рынок продаж. Боялись до этого то, что мясо невозможно, как мясо продавать через интернет, там уже это тоже возможно, оказывается. И салаты там тоже можно, оказывается, овощи, фрукты тоже. Тем более это без посредников получается. Если сам ресторан или сам магазин выйдет, это действительно плюс будет. По итогам 2021 года объем продаж составил на территории России именно по интернет-торговле 4,1 триллион рублей. Как на виртуальном рынке максимально быстро найти покупателей? Об этом татарстанским фермерам рассказывают специалисты Центра электронной торговли. Эксперты бесплатно помогают бизнесмену зарегистрироваться на любой интернет-площадке, создают цифровую витрину и загружают товар для онлайн-продажи. А после работают с фермерами над аналитикой и логистикой. Мы ему сделаем карточки товара, мы сфотографируем его товар в своей студии. У нас работает продакшн-центр, где мы делаем вот именно цифровую упаковку, потому что интернет — это все-таки больше эмоциональные покупки, да, когда вы видите красивые товары или вы видите, что вот шикарное мясо перед вами, да, вот, наверное, хочется нажать и попробовать именно такое мясо. Центр создан по поручению Рустама Миниханова специально для того, чтобы упростить переход предпринимателей на маркетплейсы. Не все сегодня научились еще работать на электронных площадках. Самое главное ведь это не только производство. Основной фактор для успешного развития бизнеса является реализация. Именно сегодня мы рассказываем о том, как реализовать, как это сделать быстро, как это сделать эффективно, для того, чтобы бизнес приносил свои доходы. Как отметили, потребность в этом есть. Рынок электронной торговли только разгоняется. По итогам прошлого года в Татарстане на маркетплейсы вышли свыше 3500 предпринимателей. Сейчас количество таких интернет-продавцов в республике составило 27 тысяч. С начала года их выручка больше 8 миллиардов рублей. Участие в семинаре приняли фермеры из Арского, Отнинского, Тюличинского, Сабинского и Кукмарского районов. Год назад я слышала вот этих площадках, ну, немножко там по интернетам изучали сами, но пока еще у нас знаний, оказывается, было очень мало. Вот сегодня кое-что поняли. Хочется идти в ногу со временем, потому что за интернетом будущее, расширить объемы реализации и производства тоже хотим расширить с помощью электронной площадки. Главное для этого – научиться успешно продавать. Как отметили, такие встречи с фермерами станут регулярными. Рамиль Галиуллин, Олег Мыльников, ТНВ, Арск. Уже несколько дней Татарстан находится под влиянием активного атмосферного фронта. Сегодня синоптики вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Дожди, местами гроза. В столице столбик термометра поднимался до отметки плюс 24, в восточных районах чуть жарче, до 28. Это на несколько градусов ниже нормы. Завтра погода будет такой же, в субботу без существенных осадков. Сильный ливень прошел в первой половине дня в Набережных Челнах. На этих кадрах проспект Чулман. Здесь затопило проезжую часть. Оказалась причина в засоре ливневки. В Казани сегодня озвучили результаты голосования по выбору общественных пространств для благоустройства на 2023 год. В список вошли 45 парков, бульваров и скверов по всему Татарстану. В Казани больше всего голосов отдали за водоем в парке Победы, в Набережных Челнах за парк Прибрежный на проспекте Чулман. В Агрызе выбрали Ленинский клуб на улице Вокзальная, в Зеленодольске сквер Алтынова. Кроме того, татарстанцы выбрали 200 дворов. При отборе учитывалось количество жителей в многоквартирных домах. Победители определили по процентному соотношению проголосовавших к проживающим. Поэтому в список попали как маленькие дворы, так и с большим количеством жителей. Напомним, свое мнение высказали 207 тысяч татарстанцев. Особенно активными были казанцы и челнинцы. Впервые голосовать могли подростки с 14 лет. Исходя из голосования, из этих общественных пространств будут определены в каждом муниципальном образовании приоритетные объекты, которые будут включены в программу следующего года. Это значит не 200 общественных пространств, за которые в целом голосовали в системе. Из этих 200 будут отобраны приоритетные объекты.
Тем временем в Казани реализация программы «Наш двор» достигла экватора. Благоустройство завершили на территории 119 из 466 домов. Ход работ на улице Ленинградская сегодня проконтролировал мэр Казани Ильсур Метшин. По плану уже через 2 недели здесь появятся спортивные и развлекательные площадки для детей, зона тихого отдыха и закольцованные дорожки. Жители двора также просили увеличить число парковочных мест и отгородить придомовую территорию от проезжей части деревьями и кустарниками. За прошедшие 2 года в Казани уже обновили дворы 890 домов. Потратили на благоустройство почти 2,5 миллиарда рублей. В этом году на реализацию программы «Наш двор» в Казани дополнительно выделят 500 000. Дворы, в принципе, у нас похожи, но нет ни единого проекта, который бы повторял соседний. В одном жители просят скамейки, в другом делают это в зеленой зоне. Важно их слышать и в диалоге эти вопросы решать. Все больше автомобилистов Татарстана переводят свой транспорт на газ. За 10 лет спрос на него вырос в 8 раз, и объем в 2021 году превысил 67 миллионов кубометров. В республике сейчас 37 метановых заправок. В этом году откроют еще 5. Первая такая станция была открыта в Зеленодольске 6 лет назад. Сегодня здесь установили памятную табличку. Коллективу «Газпром» газомоторное топливо объявлена благодарность президента Татарстана за вклад в развитие этого рынка. Юбилейному клиенту дарят топливную карту. Алмаз Губайдулин занимается грузоперевозками. У него 11 автомобилей, 8 из которых он перевел на газ. Пользуясь, в целях экономии, получается в 2 раза дешевле бензина. Татарстан – один из передовых регионов страны по развитию газомоторного топлива. 6 лет назад в республике на метане работало 500 автомобилей. Сейчас уже более 12 тысяч. Мы субсидируем автотоваропроизводителей, имеется в виду наших граждан, те, которые свою технику переводят на газ, до 30% берет на себя республика. На этот год выделено больше 3 миллиардов рублей на перевод техники и на строительство, на субсидирование строительства новых заправочных станций. Сегодня установили памятную табличку на первой заправке «Газпром» газомоторное топливо в Татарстане. Сейчас в республике 37 аналогичных станций. В прошлом году было построено 10. В этом откроют еще 5. На современных газозаправочных станциях производственный процесс полностью автоматизирован. Газ сначала проходит блок учета, далее его очищают от влаги, затем он при помощи компрессоров сжимается и потом поступает на колонку для заправки автотранспорта. Этой станцией в Зеленодольске пользуются не только автомобилисты из Татарстана, но и соседний Мариэл. Здесь заправляются автобусы, занятые в пассажирских перевозках, грузовики логистических компаний, такси. За 10 лет спрос на природный газ в Татарстане вырос в 8 раз. Иван Сарафанов, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольск. В Татарстане планируют разработать цифровую комплексную схему дорожного движения. Транспортную сеть будут моделировать с помощью картографических и ГИС-технологий. Вопросы развития интеллектуальных транспортных систем сегодня обсуждали на специальном вебинаре. Модератором выступил председатель Ассоциации содействия цифровому развитию Ревкат Миниханов. Интеллектуальные системы призваны регулировать дорожные потоки, повышать уровень безопасного взаимодействия участников движения. Сегодня дорожно-уличная сеть вообще без элементов ЭТС, я считаю, не будет безопасной. Это самое главное – сохранить человеческие жизни. Власти Казани исключили 210 тысяч квадратов леса-лебяжья из состава особо охраняемой природной территории. Почему так произошло, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Сегодня Ментимер Шаймиев встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Государственный советник Татарстана в Кремле показал гостю экспозицию, посвященную работе Фонда Возрождения. Он рассказал о проектах, реализованных за последнее десятилетие. Это древний Болгар и остров Град-Свияжск, Болгарская исламская академия и собор Казанской иконы Божьей Матери. Также Ментимер Шаймиев говорил о строительстве полилингвальных школ Адымнар. Сергей Цивилев отметил, татары являются второй по численности нацией на Кузбассе. Именно там в следующем году пройдет федеральный сабантуй. После экскурсии Ментимер Шаймиев и Сергей Цивилев обсудили сотрудничество между Татарстаном и Кемеровской областью в сфере исторического наследия, культуры и образования. Вот это белая мечеть, о котором я сейчас говорил. И здесь живут те, кто учатся, да? Да, как бы. Значит, впервые в истории России это исламская духовная академия. Здесь живут учащиеся. Мы тут готовим уже остепененных духовных лиц.
Татарстан вместе с 6 регионами ПФО войдет в 2 туристических маршрута – Великий Волжский путь и Большая Волжская тропа. Эти направления сейчас разрабатываются по проекту «Волжское путешествие». Об этом сегодня говорили на встрече председатель Госсовета Республики Фарид Мухамедшин и председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджит Арбаев. Парламентская делегация приехала в Татарстан изучить развитие туризма на Волге и организацию речных перевозок. Депутаты Госдумы отметили, Татарстан в сфере туризма для многих регионов является примером. Казань и Татарстан пользуются большой популярностью среди туристов. Этому способствует географическое расположение и доступность многих транспортных путей. В сфере речного туризма у республики большие планы. У нас есть несколько инициатив окружного порядка. Мы Волжский путь вот этот хотим инициировать. Почему нам не воспользоваться? Такие крупные города и республики, субъекты, которые по Волге пока не живут. Корабли. Будем строить такие быстроходные небольшие пароходы туристического плана, для того, чтобы вот такой туризм локальный. Речной туризм, а именно волжский туризм, это то, чем нужно заниматься в первую очередь с точки зрения развития речного туризма. Потом это можно масштабировать на Дон, на Аку. Но именно инфраструктура, которая сегодня сосредоточена на Волге, она дает все основания нам полагать, что мы можем сделать этот шаг. В республике Саха продолжаются Дни Татарстана. Главная повестка еще впереди. Завтра здесь пройдет деловой форум «Татарстан-Якутия» с участием руководителей 2 регионов. Пока наша делегация знакомится с обычаями и традициями Северного края. Сегодня они отправились в Хангаласский Улус, окутанный древними легендами, где живут коренные Саха. Многодетная семья Барчаховых из современной квартиры переехала в исконно якутское жилище Балаган. Сначала планировали, что построенный ими комплекс станет туристическим, но помешала пандемия. Сейчас поток восстанавливается. Чем окуривают вход в жилище, почему дома держат конские хвосты и что завещал потомкам Тыгын Дархан, прародитель народов Саха. Тайны Севера постигала Алия Харудинова. Искусством горлового пения таналай здесь владеют почти все женщины. В мелодии звуки природы. Чтобы утолить жажду, здесь подают традиционный якутский напиток – кумыс. Я снова вас приветствую на якутском языке. В республике Саха продолжаются Дни Татарстана. И сегодня мы находимся в одном из священных мест для жителей Саха. Это Хангаласский район. Считается, что здесь жил прародитель всех народов Саха Тыгын Дархан. И в 1995 году в честь него установили вот такой вот столб. Местные жители называют его СРГ. Конечно же, каждый СРГ украшает уникальный рисунок. И это означает, что Тыгын Дархан будет следить за народами Саха и стоять за них горой. Хангаласский улус небольшое, население 33 тысячи человек. В основном жители занимаются сельским хозяйством, развито коневодство. И сама природа необыкновенная. Человек-то происходит из самой природы. Это надо сохранить. Мы должны еще знать свою родословную до 7-го колена. Мы сейчас тоже обязательно зайдем в Балаган. Так называют свой традиционный дом народы Саха. Но прежде всего хочется остановиться возле этой миски. Здесь тлеет настоящий конский навоз. И таким образом жители окуривают свой дом, защищают себя от злых духов. И еще это помогает спастись от комаров. Здесь их очень много. В Балаган семья Барчаховых переехала 4 года назад. Строили по всем канонам. Каркас деревянный, чтобы тепло хранилось дольше, его обработали глиной, а на крыше земля. У Сарданы и Михаила 5 детей, старшему 24, младший 8. Здесь каждый занят своим делом. С печью, которую топят даже летом, управляется глава семьи Михаил. Огонь – это для нас большое божество. Печка – это национальная, традиционная, это камелек называется, а по-русски это камин был. Вот это сохан, это большая печка, сохан. Это для нас вот женщина. В доме много шкур, везде развешен конский волос. Каждая вещь – хранитель жилища. Конский волос, он защищает, он лечебный. При входе, наверное, вы заметили, там есть у нас длинный хвост, он трехцветный. И он стоит специально для того, чтобы он защищал дом. А когда вот люди приходят, он защищает. И когда идет дождь, мы его там вешаем, и он очищается дождем.
Балаган внутри – это просторное помещение. Здесь нет стен, которые разделяли бы гостиную, спальню, кухню. Но есть у них одна комната, и живут в ней девочки. Таким образом, жители Саха оберегают самое ценное, что у них есть, своих дочек. У этой комнаты, кстати, нет окон. Хотя красавиц якутянок уже давно не крадут. Браки по любви и согласия двух сторон. Современные дети Саха ходят в школу, изучают якутский язык, обучаются игре на национальных инструментах. В каждом улусе есть свой краеведческий музей. Священные камни, кости животных, останки древних захоронений. Но образ жизни, бережное отношение к истории и истокам, единение с природой – все это о народах Саха. Алия Хайрудинова, Ленар Хузяхметов, ТНВ, Саха, Якутия. В рамках Дней Татарстана в Театре юного зрителя Якутска прошел показ спектакля «Шабага. Жребий» на татарском языке. Его сюда привез Буинский драмтеатр. По словам главного режиссера Тимура Кулова, этот спектакль выбрали не случайно. «Шабага» – это мозаика из рассказов сельских жителей о любви, таланте, чувстве долга и чести. Постановка полна аутентичных деталей. Это народные песни, пляски, обряды. Так наши артисты погрузили Саха в культуру и быт татар. К слову, спектакль «Шабага» стал победителем Всероссийского национального фестиваля «Золотая маска». Завтра в Якутске покажут второй спектакль по мотивам произведения Тургенева «Муму. Барыня». «Жребий», во-первых, это непридуманная история. Это история женщин Буинского района, вроде бы, собранные, сотканные из разных историй. Но объединяющий фактор – то, что это наша история вообще Советского Союза и Российской Федерации. Это наше прошлое, может быть, даже сегодняшнее. Очень актуальный спектакль. Мы играем уже довольно давно, где-то около 2 лет, наверное. Везде принимали очень хорошо. И сегодня тоже надеемся, что будет хороший зритель, отзывчивый, добрый. И надеемся, что спектакль оставит неравнодушными якутского зрителя. Танцевальные батлы, выступления стендап-комиков, кибертурниры и множество интерактивных площадок. Татарстан в это воскресенье готовится отметить День молодежи. Главная площадка – казанский экстрим-парк «Урам». В любительском волейбольном турнире смогут принять участие все желающие. На экстрим-фестивале «Уличная классика» выступят спортсмены на квадроциклах и спортивных байках. Состоятся соревнования по стритболу, скейтбордингу и трюковому самокату. Любители танцев смогут показать свои навыки. Судьями выступят профессиональные танцоры. На площадке фестиваля «Мостик» пройдет выставка работ художников стикер-арта. Состоится и кибертурнир. Гости праздника смогут поучаствовать в играх Dota 2 и CSGO. Ведущие диджеи города проведут мастер-классы, а желающие смогут создать свои треки. Уже вечером на концерте выступят местные резиденты стендапа и комик Павел Дедищев. Хедлайнеры главной сцены – Нилетто, Дава и Иванушки Интернешнл. В Елабуге желающие смогут подняться на воздушном шаре. В Набережных Челнах выступит группа Гаязовс Бразерс. В Балтасях испекут 50-килограммовый беляш. Регистрация на День молодежи проходит на сайте День молодежи РФ-2022. Вот на сегодняшний день уже зарегистрировалось более 13 тысяч человек, которые точно посетят День молодежи. Поэтому мы ожидаем большой интересный праздник в течение всего дня. Фактически вот каждый уголок экстрим-парка «Урам» и внутри, и снаружи наполнится разными активностями, которые точно придутся на вкус разной молодежи. Психологический тренинг в формате театрального спектакля представят юные актеры Казани. Студия творческого развития «Оперение» выиграла грант президентского фонда культурных инициатив на его постановку. Спектакль в экспериментальном формате. Подростки для подростков о проблемах подростков. На сцене разыграют разные ситуации и пути их решения. Цель нового формата – предотвращение трагических случаев в школах республики. Вероника Ганудинова заглянула на репетицию спектакля. Вот так неожиданно, ярко и громко зрители погружаются в атмосферу спектакля. Главный герой постановки – сердце. Музыка в ритме сердца и все разговоры от его имени. Спектакль о внутреннем эмоциональном состоянии подростка. Наш спектакль, он спланирован таким образом, чтобы при взаимодействии с подростками мы могли моделировать те ситуации, те комплексы, те страхи, которые свойственны детям. И вместе искать варианты
варианты решения. Что думает о нас наше сердце вообще? И как оно выглядит сердце? Вообще, что бы оно могло нам сказать, если бы оно захотело с нами поговорить? И то есть чисто визуально, конечно, костюмы будут выглядеть так, чтобы это были легко узнаваемые сердца. «Шепот сердца» поставили по произведению современного российского драматурга Евгения Гришковца. Уникальность в новом прочтении пьесы. Режиссеры вместе с ребятами изменили формат монолога. Добавили новых героев, несли иммерсивность. Юные актеры и сами принимали участие в написании сценария, чтобы говорить со своими сверстниками на одном языке. Это разговор по душам. Важно, чтобы эта информация поступала именно, наверное, от своих сверстников. Это для них, наверное, более понятно. И в наглядном варианте они увидят свои проблемы, допустим, на сцене. Наглядно показывается в нашем спектакле, что важно заботиться о себе, важно заботиться о своих органах, важно заботиться о своих чувствах, о своих переживаниях. Зрители и сами станут участниками спектакля. Каждая последующая сцена идет непосредственно через каждого зрителя в зале. Каждого возьмет камера, каждого практически выведут на сцену в тех или иных способах, чтобы сидящий человек в зале еще увидел себя на сцене. На постановку этого спектакля студия творческого развития оперения выиграла грант президентского фонда культурных инициатив. Главная цель – предотвратить трагические случаи в школах. Актеры, проигрывая какие-то сложные жизненные ситуации, может быть даже самые страшные, втягивание в наркоманию, манипуляция подростком, буллинг какой-то, может быть, то есть зрители, видя, как это происходит на сцене, соответствующим образом получили некую прививку, увидев, что эта ситуация проигрывается и, возможно, быть решена таким-то или таким-то образом, для себя это применили в жизни. До осени у ребят репетиции, а с сентября по декабрь они покажут 20 спектаклей в Домах культуры Казани. Их увидят 20 тысяч школьников. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте, телеграм-канале и на платформе Рутюб. Всего доброго! Здравствуйте! В предстоящие сутки погодные процессы в Татарстане начнут налаживаться. Об этом после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца июня. Замер, доставка, подъем и установка бесплатно. Подробности по телефону 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в пятницу в Бугульме, Бавлах, Азнакаево установится антициклональная погода, малооблачная и сухая, что обеспечит дневной прогрев воздуха в последующие дни. А пока плюс 20. В Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облака рассеются, дневная температура станет чуть выше, около 20 тепла. Прояснится в Агрызе, Менделеевске, Актаныше, вероятность осадков будет небольшой. Лето этого года кардинально отличается от лета 2021. Погода неустойчивая, температура значительно ниже прошлогодней и осадки частые гости в наших краях. Но уже тихонько антициклон устанавливает малооблачную и сухую погоду и в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Температура постепенно повышается. В Болгаре, Держаном, Буинске переменная или небольшая облачность, без осадков, температура плюс 21. Погода налаживается и в Альметьевске, Чистополе, Мамадыше. Вероятность осадков минимальная, станет теплее, а к выходным температура вырастет еще на несколько градусов. Несмотря на капризы погоды, за окном самое лучшее время года. Наслаждайтесь каждым днем. В Казани будет ясно, без осадков. Ночью плюс 15, а днем 23 градуса выше нуля. Ветер северо-восточного направления, умеренный до сильного. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 62%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.